Весь свет сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашии в свой профессиональный праздник собрались в столице республики. Традиционная встреча в этом году проходила в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Конечно же, если обычно в новом стадионе покоряют спортивные высоты, то сегодня и аграрии смогли удивить гостей праздника. Дружеские рукопожатия, обмен профессиональными новостями и, конечно же, демонстрация новинок сельхозотрасли на специализированной выставке. Хлебопекарное, молочное, кондитерское направление, мясное и рыбное дело и многое другое демонстрировали фермеры Чувашии. Под новым брендом «Здоровое питание» наш регион планирует выйти на мировой рынок с новыми продуктами питания. И эту линейку уже демонстрируют на площадке Чувашпотребсоюза. Наряду с крупными предприятиями весомую нишу занимает и крестьянско-фермерские хозяйства. Весь цикл от выращивания, обработки и до подачи готовой продукции на стол выполняют даже небольшие предприятия. Особо выделяется южный куст республики. Сегодня фермерское мясо и колбасы пользуются особым спросом. А вот от данного прилавка с самого утра нет отбоя. В этом хозяйстве знают более 20 вариантов закваски такого популярного в России продукта, как капуста. Вся наша продукция сделана без искусственных консервантов, только натуральная. Поэтому у нас продукция не представлена в крупных сетях, потому что им нужна продукция всякая, может, по вкусу, но главное, чтобы она хранилась. Наша хранится недолго, но зато она натуральная, вкусная. Ежедневно по утрам доставляем продукцию. Оттуда мелкие оптовики берут по магазинам, к вечеру уже продают. И на следующее утро опять приходят. Таким образом мы обеспечим людей свежей продукцией, качественной. У нас в среднем год работает не менее 100 человек. Даже не в среднем, даже зимой у нас работает почти 100 человек. Летом бывает больше. Сами выращиваете продукцию, сами ее потом... Мы сами ее выращиваем, сами храним, сами перерабатываем. И у нас есть свои магазины. Требовательный покупатель во все времена дает предпочтение качественным продуктам питания с оригинальным вкусом. Вот и бьются производители, придумывая все новое направление. У нас очень большой ассортимент. Есть и йогурты, и коктейли, и творожные массы, сырки, топленое молоко, молоко 2,5, 3,2, есть снежок, ряженка, кефир. Пожалуйста, угощайтесь. В основном продукция ультрапастеризована, подвергается высокотемпературной обработке до 140 градусов в течение 4 секунд всего. Поэтому сохраняются все полезные микроэлементы, витамины и уничтожается патогенная микрофлора. Садоводы Чувашии также являются непосредственными тружениками сельского хозяйства. Их союз разрабатывает новую концепцию, объединяет инициативных людей, душой болеющих за выбранное дело. Наступил золотой век северного винограда. У нас можно выращивать уже сладкие сорта, которых раньше у нас не было. И у нас и потепление климата сейчас идет. Селекционеры выводят каждый год новые сорта. И у нас и болезней нет, таких как на юге. Мы в Союзе садоводов организовали клуб садоводов-огородников. Мы все начинающим садоводам расскажем, как его вырастить, как посадить, как его утеплить. Ничего страшного нету. Кто выращивает помидоры, тот может вырастить виноград. Выращивать и производить на земле, как говорится, труд нелегкий. Если в прошлом село выращивало продукцию, а город его продавал, то сейчас тенденции меняются. Фермеры понимают, что, наладив весь цикл, можно получить весомую прибыль. Ключевая ставка делается на натуральность и безопасность. Местного товаропроизводителя нужно поддерживать, отмечает глава региона. Уже имеется огромный опыт экспорта в зарубеж, отметил он, поздравляя с профессиональным праздником. Наша организация агропромышленного комплекса продает сегодня свои продукты питания 26 стран мира, с чем я вас всех поздравляю. Я рассчитываю на вас. Количество этих стран все больше и больше будет увеличиваться. Валютный коридор позволяет сегодня продавать и зарабатывать прибыль. Поэтому отдельным хозяйствам, хозяйствующим субъектам, крестьянско-фермерским
Сегодня подчеркивается, что Чувашия – аграрная республика. Сельское хозяйство не просто сектор экономики, а целый мир с особым укладом и мировоззрением. Села и деревни занимают большую часть территории республики, и от их развития зависит благоустройство всего региона, отметил вице-премьер Сергей Артамонов. Агропромышленный комплекс Чувашии сегодня формирует почти 16% валового регионального продукта, а создание нового рабочего места в индустрии способствует созданию порядка 10-11 рабочих мест в смежных отраслях. Какой же профессиональный праздник без заслуженных наград? Дипломами победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными образованиями наградили глав в 3 номинациях. Бурнарский, Батаревский и Янтиковские районы оказались в числе лидеров. Победителей конкурса за эффективное ведение сельскохозяйственного производства, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств за достижения в растениеводстве и животноводстве также чествовали на сцене. Участников торжественного мероприятия сердечно поздравили депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Заключительным подарком для аграриев стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».